академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор хозяйственных наук. Я бы сказал так, автором галжарской породы лошадей Кикибаева Набидуллы Ханши. Слайд. Қазақша десеңіздер қазақша айтайын, орысша десеңіздер орысша айтайын. Бірақ енді бәріміз орысша бастап нетіп жатқаннан кейін көбіне түсінбей қалады деген әңгімемен мен орысшасын айтайын, бірақ арасында болатын сұрақтарыңыздың бәрін қазақша да орысша да қоя беруіңізге болады. Мен мынадан бастайын. Бірінші айтып қойыңыз, бірінші басшаны. Мына. Я свой доклад сегодняшний назвал, назвал «Пути создания новых генотипов, нанотехнологий, экспортоориентированных продуктов из конины и кобыльего молока в табунном коневодстве». Потому что это очень назревшая и очень нужная и для практиков, и для ученых это проблемы большие. Дальше. Какие породы лошадей нужны Казахстану и на экспорт? Это издревле, этот вопрос стоит перед всеми. До 19 века казахская порода была. Из чего состояла поголовье лошадей? Из казахской породы с различными типами. Она служила для передвижения на огромных пространствах, как рацион, как конина, как кумыс, витамины и все другое, и конский волос, все другое для всех нужд кочевников. 19 век, когда еще однородная казахская порода была со своими типами. Дальше пришел 19 век и 20 век. Когда произошла имперская замашка России, Столыпинская реформа произошла в 1861 году, отмена крепостного права, и хлынули очень много крестьян для того, чтобы осваивать Казахстан. В это время с ними вместе пришли очень много разных пород. Они полностью поглощением наших казахских лошадей происходило в это время. И вот в время, когда проходило вот это поглощение этими породами, тогда необходимо было, конечно, основная задача стояла, всегда любая порода или что, это выходит из того, что необходимо для общества, для чего? Для государства. А для государства тогда нужны были кавалерийские лошади для войн. Потом дальше 20 век пришел. Это уже наши красные уже пришли. 1930 года, в это время, конечно, опять же стоял вопрос о кавалерии и конных заводах. Вот тогда созидательная работа была какая-то проведена. 9 конных заводов открылось. 352 конефермы тогда, вот, по данным Керимбаева 1951 года. Завезено было около 20, более 20 пород лошадей. И они тоже этим поглощением казахской породы занимались. Дальше. Дальше перейдите. После этого уже началось задумываться, куда девается казахская лошадь, куда должна идти селекционная работа. Что мы будем иметь у себя, что нужно государству. В это время воспроизводительное скрещивание началось. В 1951 году апробирована была кустанайская порода как верхово-упряжная порода. В 1976 году кушумская порода на основе консолидации различных помесей конкурс. В 1976 году. В 1995 году высокогорный каминский тип на основе использования тяжеловозных пород, который мы сейчас на выставке видели. В 1998 году апробирована
мугалжарская порода лошадей официально, которая была создана на основе казахских лошадей Джабе. Дальше. В процессе вот этих всех селекционных работ и опыта работы селекционеров пришли к таким выводам ученые. Успех создания новых пород и типов в табунных условиях предопределяется прежде всего выделением и широким тиражированием выдающихся генотипов местных жеребцов и кобыл, сочетающих высокую приспособленность к условиям, продуктивность и плодовитость. Все это должно сочетаться. Только тогда может получиться что-то новое. Направленный отбор и подбор позволяет без коренного изменения технологий выращивания лошадей существенно повысить их продуктивность. Какие были когда-то джабе, а сейчас какие джабе имеются. Вот сегодня тоже на выставке вы сами смотрели все. Поэтому направленный отбор лучших генотипов, она все равно поднимает без большого изменения технологий. Дальше. Чтобы вот это все происходило, в селекционной работе в каждом типе необходимо иметь минимум один конный завод или приблизительно статуса конного завода большие племенные хозяйства и один племен репродуктора. А генеалогическая структура типа должна состоять из 2-3 линий, 5-6 маточных семейств. Без этого скрещивания, недопущения инбридинга, вот эти вопросы все остановятся. Поэтому в вопросах селекции в коневодстве и создания новых селекционных достижений это очень важный вопрос. Дальше перейдите, пожалуйста. Вот каково же будущее казахской лошади? Будущее, что мы будем? Каково будет будущее нашей лошади? Во-первых, поголовье ее будет увеличиваться как за счет чистопородного разведения, так и поглощения всех разных помесей, которые не приспособлены к условиям, которые показывают низкую воспроизводительную способность. Создаваться новые породы. Сейчас что происходит в Казахстане? Поголовье лошадей около 4 миллионов, может и больше. Статистика, как всегда, скользкая вещь. А так посмотреть, поэтому сейчас в Казахстане происходит перегрев рынка племенных лошадей. Не племенных, вообще лошадей. Коневодство. 4 миллиона для нас. Все это мы съесть внутренним рынком не сможем. Поэтому надо срочно искать выходы за рубеж, чтобы нашими лошадьми племенными мы выходили за рубеж. В этом плане очень большая работа должна происходить от имени государства. Наши породы действительно востребованы во многих государствах. Я был в Китае, изучал их. Они хотят наших лошадей мугалжарской, джабе, кушунской пород к себе брать. Потом улучшение племенных качеств башкирских лошадей участвовали наши жеребцы. В Уфимском их конном заводе стояли наши жеребцы. Якутских лошадей улучшали наши казахские жеребцы. Поэтому в этом плане потребность очень большая на выход за рубеж. Над этим должно государство работать, над этим должны наши правительства тоже работать в этом плане. В этом плане мы должны и в это время еще очень даже мы должны помнить о том, что казахская порода лошадей, казахская порода, материнская основа всех пород Казахстана, является ценнейшим национальным достоянием казахского народа, и ее сохранение является важнейшим государственным мероприятием. Важнейшим государственным. Его надо сохранять в любом виде. Казахская, просто казахская порода, джабе, казахская порода, мугалжарская, казахская, в чистоте, которые были созданы. Дальше. Вот, назад дайте. Международные требования к племенным лошадям, вы все хорошо знаете, и в спортивном коневодстве, и в другом коневодстве международные требования требуют вот такое. Подтверждение чистоты их происхождения должно гарантироваться племенным свидетельством, генеалогией,
ДНК-сертификатом. ДНК-сертификаты сейчас вот в институте